Всем привет! Это школьные новости. И с вами Матвей Лаптев, Алексей Злобин, Марат Абдухалиев, Илья Морев, Александр Мирошниченко и Арсений Тропников. Этот выпуск наполнен теплом, ведь он посвящен нашим прекрасным дамам. Дорогие девушки, самые лучшие наши учителя, наш коллектив школьного телевидения поздравляет вас с Международным женским днем 8 марта. И первый сюжет как раз о приятном. Подробнее вам расскажет наш корреспондент Дарья Таткина. 1 марта – это не просто первый день весны. Во всем мире в этот день празднуется День комплимента. Ученые всего мира давно выяснили, что добрые слова делают человека позитивнее. Поэтому мы решили выйти в коридоры школы в этот день и узнать, насколько часто ученики нашей школы получают комплименты и сами делают их. Нет. Нет. Да, очень. От родителей. Нет. Очень редко. Нет. В день могут 2 раза сделать. Да. От родителей, да. Не очень часто. Очень часто. Никогда. Да. Так себе, средний. Нет. Нет. Частично. Да. Нормально? Да. 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 У тебя очень странная челка. У меня хорошие друзья. Это очень странный комплимент. Ты красивый. Нету странных, все обычные. У тебя очень большие глаза. Тяжело вспомнить, очень сложный вопрос. Комплимент Анастасии Андреевне, то, что она очень добрая, хорошая, красивая. Вы самые лучшие. Вы самые терпеливые, вы самые добрые. Мы тоже самые лучшие и самые добрые. И у нас не всегда есть время сказать вам об этом, потому что мы читаем литературу. Дорогая Анастасия Андреевна, вы очень хороший, классный руководитель, и я вам желаю всего самого хорошего, чтобы вы всегда оставались такой же доброй, красивой. Юлии Васильевне за то, что она такая умная, нас хорошо учит. Очень хорошие учителя, добрые, понимающие. Ольга Дмитриевна очень хорошо ведет уроки. Лариса Ивановна, ваши уроки очень хорошие, информативные и классные. Мне нравится там присутствовать. Как оказалось, в начале марта отмечается не только Международный женский день, но и День детского телевидения. Мы с азартом окунулись в мир журналистики. Предлагаем и вам заглянуть за ту сторону экрана и узнать, как снимаются свежий выпуск новостей, кто стоит за кадром. Репортаж Дарья Огородникова. С телевидением в жизни сталкивался каждый из нас. Кто-то смотрит по нему мультики. С этого чаще всего и начинают зрители. Кто-то развлекательные, а кто-то очень серьезные программы. В этом году наша школа прикоснулась к телевидению по-новому. Из простых зрителей мы превратились в тех, кто стоит по ту сторону экрана. Сегодня мы и узнаем, что такое наше телевидение и как оно работает. Всем привет! Это школьные новости. В первую очередь телевидение – это команда и распределение обязанностей. Все, что вы видите, снимают наши операторы. Вы смотрите на события почти их глазами. А направляют их журналисты, которых больше всего. Они собирают всю информацию во время съемок, берут интервью и после пишут текст. А вот соединяют все видео и голоса монтажеры. Они подбирают самые подходящие кадры под задумку корреспондентов. Помогают нам разобраться во всех тонкостях наши наставники Елена Анатольевна Воробьева и преподаватель Сыктывкарского университета Руслан Геннадьевич Бабкин. Рождается выпуск новостей на общей планерке, где выбираются темы. Дальше корреспондент придумывает вопросы, и потом уже идет работа на съемочной площадке. А дальше? Хотя не будем раскрывать всех секретов. Узнать все поподробнее можно, став частью нашей команды. Дарья Огородникова, школьные новости. Как таблицу умножения правила дорожного движения знают юные инспекторы, это творческое объединение помогает школе организовывать мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного происшествия и знает, как безопасно себя вести на улицах города. О том, как отметили 45-летие этого движения, расскажет Полина Разманова. Сегодня, 6 марта, в администрации города отмечается 45-летие ЮИД. Юные инспектора движения собрались здесь со всего города, чтобы продемонстрировать свои номера. Вначале зажигательный флешмоб. В нем участвуют все дети. Затем короткая перекличка юных инспекторов. Позже с поздравительной речью выступил мэр Сыктывкара. На фестивале в честь 45-летия объединения собрались 25 школ столицы. Всего 400 учащихся.
Это наши самые главные помощники, это юные автоинспекторы, которые, в общем-то, проводят профилактическую, просветительскую работу, то есть пропагандируя соблюдение правил дорожного движения не только в своих школах, еще и в подшефных детских садах. Выходят с нами в рейды, устраивают различные акции, участвуют в конкурсах, ну и, соответственно, несут вот эту пропаганду. 18-я школа выступила на фестивале с юмористическим номером, а несколько учащихся наградили дипломами за создание буклета с правилами дорожного движения. Мы и так отлично выступили. А как долго мы готовились к этому всему? Ну, я сказала бы, что не очень долго, неделю, потому что ребята очень старались, были собраны, дисциплинированы, и, конечно, это дало хороший результат. Благодаря всем событиям фестиваля взрослые и дети окунулись в историю образования отрядов юных инспекторов движения. Полина Разманова, Александр Мирошниченко, «Школьные новости». С наступлением весны все ожидают первого весеннего праздника – Международного женского дня – 8 марта. Ведь в этот день каждая девушка, девочка, женщина ожидает от окружающих ее мужчин максимального внимания, цветов, приятных сюрпризов. В нашей школе прозвучали поздравления со сцены. О том, как это было, вы узнаете в репортаже Дарьи Паниковой. Сегодня в зале собралось много мам, бабушек и учителей. Ученики школы устроили им настоящий праздник, чтобы показать свою любовь и высказать великую благодарность. Концерт, посвященный Международному женскому дню, открыл коллектив спортивного танца «Очарование». Они показали номер «Олимпийский резерв». После поздравительных слов на сцену вышел 8 А с номером «Вся суть женщин». Всего на празднике выступили 15 коллективов. Все зрители остались довольны концертом. Дарья Паникова, Алексей Злобин, «Школьные новости». Пусть 8 марта станет далеко не единственным днем, когда сбываются женские мечты. Мужская часть педагогического коллектива подготовила для дам поздравления. Самый нежный, светлый и прекрасный день в году. 8 марта. Начало весны. Начало жизни в природе. Дорогие дамы, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного. С праздником. С весной. С 8 марта. Вот и все новости на сегодня. В следующий раз мы встретимся с вами через 2 недели. Пока!